Петр Семен Паллас. Заметки о путешествии в Южное наместничество российского государства в 1793 и 4 годах. На Кавказе живет некий народ, который совершенно отличается от других кавказских народов по языку, облику и чертам лица. Это галгай или ингуши, называющие себя лоамур, то есть горец. Их родственниками по языку и крови являются чеченцы, которых они называют начха. Я имел возможность видеть двоих представителей этой нации в лагере на Баксане. Представление об облике и вооружении этого народа дает таблица. Их произношение позволяет нам предположить, что во время разговора их рот набит камнями. Это честнейшие и храбрейшие люди, сумевшие сохранить свою независимость, подчиняющиеся только своим старейшинам или жрецам. Это единственный народ Кавказа, у которого сохранился щит как часть вооружения. Эти щиты изготовлены из дерева, покрытого кожей, и охвачены железными обручами овальной формы. Короткая сучковатая пика, являющаяся частью их вооружения, служит не только для обороны, но и в качестве подпорки для ружья, которое кладут между рогатками этой пики, укрепляя ее конец в земле, что дает возможность более точно стрелять в цель. Ингуши – отличные стрелки, но мало занимаются земледелием и скотоводством и, следовательно, живут небогато. Они обитают в истоках Кумбелея и Сунжи до высоких гор на восточном берегу Терека, где они граничат с осетинами. Карабулаки принадлежат к тому же народу и граничат с ингушами на западе и с чеченцами на востоке. Они все говорят почти на одном языке, причем он не имеет аналогии с каким-либо другим диалектом, кроме тушинского, первое сведение о котором мы поместили в универсальном словаре императрицы Екатерины II. У рассудительного Гюльденштетта это племя именовалось мизжегами-ликистами, которых он считал остатками истинных алан.